Наши бабушки и дедушки своими руками умели создавать удивительные вещи. Сегодня традиции предков возрождают члены Союза ремесленников ЖТСУ. Одна из них – Надия Кудеярова. Жительница города Текели буквально дарит вторую жизнь старым вещам. И из ничего может создать настоящий шедевр. Бывают дома, заходя в которые, словно попадаешь в другой мир. Так чувствуешь себя в гостях у Надии Кудеяровой. В небольшой уютной квартире царит необыкновенная гармония. Практически в каждом предмете ощущается энергия этой талантливой мастерицы. И это неудивительно. Во все она привнесла что-то свое. Реставрировала старую мебель, своими руками создала камин и украсила стены. В своей работе Надия отдается полностью и без остатка, буквально погружаясь в творчество. За любимым занятием она может проводить дни напролет, ведь получает от этого огромное наслаждение. В первую очередь большое удовольствие, потому что это как песня, это начинаешь и хочется дальше, это хочется видеть результат. Потом в основном все делалось всегда для подарков, подарок близким, какую-то радость близким принести, друзьям, чтобы это было красиво, полезно. Иногда я настолько зарабатываюсь, что я могу ночь сидеть, да, потом результатом любуюсь, и столько интересных вещей, оказывается, могут сделать человеческие руки, поэтому не надо сомневаться в себе. Надо начинать и делать, и творить, и раскрывать в себе все таланты, все способности. Всю жизнь Надия с семьей жила в Семипалатинске. Планировала, что станет технологом приготовления пищи, но по состоянию здоровья оказалось, что женщине противопоказано находиться у горячей плиты. Инвалидность второй группы буквально поставила крест на карьере. Но, как говорится, если Господь закрывает одну дверь, Он обязательно открывает другую. Себя Надия нашла в рукоделии. Однажды она увидела украшение, сделанное девочкой из детского дома, и решила попробовать и сама создать нечто подобное. Получилось. И даже понравилось. Работала в разных техниках – валяние, декупаж, шитье одежды, сумок, плетение бисером, работа с кожей. Большим стимулом для деятельности стали курсы дизайнера-закройщика, которые она прошла, переехав в город Текели, и получение гранта, на который были приобретены необходимые для работы атрибуты. Я очень признательна, что мне, несмотря на ограниченные мои возможности, такую возможность все-таки дали, чтобы я закончила курсы и как-то вот социализировалась, да, несмотря на инвалидность. Затем после курсов предложили грант. Кстати, я вообще была не уверена в своих силах, но поскольку только-только закончила обучение, опыта пока нету, но я так обрадовалась, что получила этот грант. Составила бизнес-план. Единственное, моим планам помешал карантин. Началась первая волна, и первым моим делом было с мамой шили маски. И отнесли их в собес, раздавали своим друзьям, знакомым, чтобы быть как-то полезными в этом. Сегодня Надия создает просто потрясающие вещи. Изысканные колье из бисера, валенные бусы, которые смотрятся очень женственно и необычно, трогательные домовята, которые защищают дом от всего недоброго, картины, выполненные в различных техниках, подушки, одеяла, а также теплые тапочки для своих внучек. Кстати, внучки, две маленькие красавицы, буквально стали идейными вдохновителями для Надии. Для них всегда хочется создавать что-то особенное и даже сказочное, признается она. А еще мастерица мечтает обучить их рукоделию. К слову, своими навыками она хочет поделиться и с другими. В планах начать творческие занятия с детками с ограниченными возможностями. Очень хочется быть полезной в этой области, чтобы дети с ограниченными возможностями, чтобы они, да, в себе раскрыли способности, таланты. Потому что это и мелкая моторика развивается, да, это и вера в себя, и столько можно изделий сделать интересных с ребятишками. Вообще у меня наполеоновские планы, я очень много хочу сделать. И также хочу, чтобы другие инвалиды были очень социализированы у нас в стране и активные, потому что все-таки нам Бог дал такой потенциал, и мы должны обязательно быть востребованы.
Обязательно. И чтобы это был и дополнительный доход, и удовольствие получаешь от творчества, да, получается. Ну и какое-то признание даже, тебя узнают потом. Надия – открытый и душевный человек, готовый поделиться всем. Неудивительно, что многие ее работы делаются исключительно в подарок. Огромная душа этой талантливой женщины отражается во всех ее работах, которые наполнены ее положительной энергетикой. Кропотливый труд не пугает эту сильную женщину, а потому перед собой она ставит большие цели. Тем более теперь, став членом Союза ремесленников ЖТСУ Алтын-Адам, она ощущает особую поддержку. Мастерица уверена, что вместе ремесленники нашего края смогут реализоваться в разных сферах и полностью раскрыть свои таланты. Ведь главное – верить в себя и не сомневаться.